Это кортеж главы Башкортостана Ради Хабирова. Мы едем с телецентра в Затон, в центр спортивной подготовки. Едем дальше снимать нашу новогоднюю, но вполне обычную рабочую программу «Республика Лайф». Глава сказала, никаких торжеств, ничего не будет, все как обычно. Ну, сегодня немножко не так, как обычно, потому что я говорю в кадре, обычно не так. Ну вот хотела обратить внимание на кортеж. Здесь никаких нет машин перекрытия, нет машин сопровождения ГИБДД, все очень скромно. Также, на самом деле, всегда и в поездках по республике, и в поездках по Уфе, по другим городам. Ради Фаридович очень скромный, и хочу сказать, что да, у главы есть охрана, так положено, он высшее должностное лицо, но вы не увидите охранников близко, вы не увидите людей, которые там ограждают Ради Фаридовича Хабирова от жителей. Есть ребята, они выполняют свою работу, но глава всегда доступна, и это важно. В Центре спортивной подготовки глава Башкортостана Ради Хабиров запланировал встречу со спортсменом, блогером, членом Совета по правам человека при главе Башкортостана Рустамом Набиевым. В 23 года наш чекмагушевский парень лишился обеих ног. Под Омском обрушилась казарма, где он служил. Сила воли и упорства. В сентябре 2020 года Рустам Набиев покорил Эльбрус. Впервые в истории на эту вершину поднялся человек без ног. На одних руках 15 часов, 13 километров. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. 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 Ну что, чай попьем? Да, давайте. Хотел поблагодарить вас за то, что согласились с нами встретиться. Я вообще предполагал по-другому. Это все мои помощники виноваты. Я думал, придешь ко мне в кабинет, мы там вдвоем чай попьем, а тут не посекретничаешь ничего. Ладно, мы будем считать, что в следующий раз у меня еще увидимся. Хорошо, ладно. Вот, ну, пока, Ради Фаридович, мы как бы не перешли к основным вопросам, хотелось бы для вас наконец-то вручить свой такой памятный сувенир, который давно уже хотел подарить, но удобного случая не представлялось. И я рад, что он в этом году представился. Да, я подарю тебе. Ну, для меня он на самом деле такой значимый, хочу сказать сразу, потому что я его, ну, для меня он достался очень большим трудом, Ради Фаридович. Вы, наверное, в курсе, что... В курсе. Буквально недавно, в сентябре, я взошел на самую высокую точку нашей страны на руках. И таким образом я стал первым человеком в истории, который это сделал. И специально для вас я привез с этой вершины камень. И вот мы так его оформили красиво. Спасибо. Вот. И надеюсь, он как-то займет какое-то достойное место. Вот. Спасибо. Он у меня в кабинете будет стоять обязательно. Когда придешь, вот, да, там ты увидишь. Хорошо, спасибо. Спасибо. А можно я тебе тоже перед Новым годом вот, хотел тебе часы подарить. Вот тут написано, тут же написано, по-моему, да? Да, от главы Республики Башкортостан. Спасибо. Носи на здоровье. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Давай рассказывай о планах. Ну, какие планы, как бы... Ну, я дальше хочу как бы заниматься тем, что сейчас занимаюсь, и хочется делать какие-то большие результаты и в плане спорта, и в плане вот того, что я уже сделал, как бы вот зашел на Эльбрус. Ну, как говорят, аппетит приходит во время еды, и сейчас как бы поставил для себя новую цель, и хочу сделать вообще, в принципе, мировой рекорд, зайти на вершину горы Чойо, у которой высота 8201 метр. Это находится в Гималаях. То есть подобного в истории вообще в альпинизме и вообще в истории как бы никогда никто не делал. Не делал человек без ног. Понимаю, что это как бы, ну, не совсем будет просто, не совсем легко, но самое главное, я в это верю сердцем, верю душой. И понимаю, какая ответственность передо мной и в плане рисков, но цель движет. Ну, я поднимался на Айгир здесь в 2017 году. То есть уже... Пик Уфа. Вот я туда поднимался. Видите, как загорелся.
Вот, гляжу, физическая подготовка до армии была, да, какая-то, нет? Да, я занимался тяжелой атлетикой. Ну потому что вот я думал, это потом, то есть ты уже занимался тяжелой атлетикой, да? Да. Ну, спорт — это моя жизнь, то есть не могу никак от этого как-то абстрагироваться, то есть это во мне, это в крови, это никак. Очень здорово, очень здорово. Кстати, многие находят себе вот вторую жизнь, что ли, или спасение в спорте. Ну, еще в спорте. Но потом Гималай — это такая серьезная вещь. Да. Там кислород нужен. Да. Тащить все с собой надо. Ну да, мы это все понимаем. У меня мой товарищ, вот, глава администрации Сидякин Александр Геннадьевич, он взошел на Эверест. И он как бы, он не профессиональный альпинист, но он уже многие вершины покорил. У него цель стать снежным барсом, знаете, да, снежный барс, который покорил все вершины континентов. Ему, по-моему, осталось 2. Но самый сложный он взял. Он взял самый сложный, Антарктида, туда далеко ехать, да, на пик Вильсона, по-моему, называется. Вот. И этот Эверест. Я к чему вот говорю? Он Эверест рассказывал, это чрезвычайно тяжело. Это такая не шутка, конечно. Да. Я бы на месте супруги подумал. Не, на Эверест как бы я еще не замахиваюсь. Так нет, а эта гора тоже ведь большая. То есть, для меня это очень важно. Это не просто там, например, подняться и все. Как бы. Я понимаю, что я этим, опять же, никому ничего не хочу доказывать, что я вот смотрите, какой сильный там, я один смог это сделать. Нет. Это в первую очередь борьба с самим собой. То есть, когда ты поднимаешься на высоту, у тебя как бы вылазят всякие такие болячки, о которых ты, например, не знал, и ты начинаешь с ними бороться во время именно вот прямо там. То есть для меня это важно. То есть это закаляет мой дух. Я не к тому, что... во всем же еще что нужно? Все-таки ответственность есть еще, да? Перед супругой, перед родными, близкими. Надо продумать. Там какая-то помощь, если, кстати, нужна, давайте мы тоже поможем. Такие люди, вот как Рустам, что у нас в республике есть, это такая большая честь для нас, потому что они многим дают возможность верить в свои силы. Я, честно говоря, не представляю, как это. Это только сила духа, наверное. Спасибо. Поэтому очень рад, что у нас такие ребята есть. Скажите, вот на эту встречу вы ехали с какими мыслями? Да, с позитивными мыслями ехал, честно говоря. Зная Радия Фаритовича, как бы я знал, что все пройдет хорошо, на такой позитивной ноте, как бы с шутками. Вот, поэтому никакого волнения не было, поэтому все прошло хорошо. А скажите, а вы осознаете, что вы герой? Нет, я не считаю себя за героя, как бы, и ничего, в принципе, героического я ничего не делаю. Я просто живу той жизнью, в которой хочу жить. И хочу, как бы, иметь свое место в этом мире среди общества, потому что обычно, у многих людей в обществе как бы принято считать, что люди такие, как я, они изгои там или что-то еще. Но нет, мы тоже такие же люди, хотим тоже так же жить полноценной жизнью. У вас 2 деток? Да, у меня Кто у вас? 2 дочерей. Вот у вас супруга там осталась, она Да. сейчас общается с нашим коллегой. 2 дочери, сколько им? 2 дочери, старшая зовут София, ей 3 годика, младшая Амина, ей 11 месяцев. Вы счастливы? Очень, очень счастлив. Спасибо. Спасибо. Радий Фаритович, какие мысли у вас по итогам встречи с Рустамом Набиевым? Все-таки хочется узнать ваше мнение. Знаете, так, вот я каждый раз говорю, что все-таки в республике столько много интересных людей и таких с необычайной судьбой. Я, понятно, о нем читал, я знаю всю его историю, но вот так лично пообщаться, вот я редко встречаешь таких людей, которые так в жизни такие испытания выдержали и при этом сохранили волю к жизни. И самое главное, я говорю, какой-то оптимизм. С ним, Ямочки на щеках. Он с ним общаешься, оптимист. знаете, мы же все там свойственно рефлексировать на какие-то наши проблемы в жизни небольшие. Кто-то уходит вообще в депрессию, кто-то там ломается. А здесь у человека нет ног. Здесь у человека нет ног, и при этом такая сила духа. Вот такой же. Он-то встретился получить помощь от меня, а я такое ощущение, что зарядился его энергией. А так мы обсудили его восхождение будущее. Я отношусь к этому очень аккуратно и осторожно, потому что оно опасное, куда он хочет подняться на одну из вершин Гималай. Не на Эверест, там есть поменьше вершин, но она тоже 8000-ник. Вот. А это связано с риском для жизни. Но мы поможем ему с этим всем. Снимем документальный фильм, он просил.
Вот. Ну а так этого парня, конечно, надо. Достойный пример для подражания. Да. Я уже смотрю на него рационально, как на человека, который может принести пользу республике. Он с детьми может заниматься, он пример может показывать. Личный пример может показывать. Он член Совета нашего. Поэтому, Совета по правам человека. Да, поэтому вот так. Раиль Фаридович, мы его на работу пригласили. Это ведь тоже важно. На работу, да. Но он такой, я так посмотрел, у него такая бурная общественная жизнь, и я думаю, что нет. А на работу мы его пригласили, потому что все равно все-таки у него семья, содержание, он не может, как, может быть, был бы физически здоровый человек. Поэтому на работу в плане какой-то, чтобы у него и зарплата была, плюс, ну, он видели, какой физически подготовленный, крепкий-то у него руки-то какие крепкие, вот. И, ну, таких, как Рустам, у нас не так уж много, слава богу, но есть. Богу, да, но вы сразу поручили там, в Стерлитамаке поговорить с тем, кто попал в трагедию вместе с ним, вот, когда обрушилась казарма. И в целом у нас вот люди, которые, оказывается, как вы говорите, своих не бросаем, что за границей, что где-то, что у себя. Вот вы мне всегда даете поручение. Следи за этим, следи за тем, помогая людям. Это вот принцип ваш? Конечно. Понимаете, я вот могу сказать, что управлять республикой невозможно, если ты не будешь себя уважать, и тебя не будут уважать люди. Вот. А это непросто. Ты можешь даже там совершать какие-то там экономические, там, социальные успехи, но если ты внутренне не являешься моральным авторитетом для людей, ну, сложно управлять будет республика, лучше этим не заниматься. Вот. А через уважение можно прийти только, вот, мне кажется, выполняя такие общечеловеческие правильные вещи. Одна из них – своих не бросать. Так, спасибо. Глава Республики Башкортостан Ради Хабиров едет на улице Гафури, в телецентр. Его построили зимой 1959 года. Обещали в те времена с телебашни, которая завершает улицу Гафури и высится над городом на 192 метра. Начинали с нескольких передач и одного канала. Теперь в здании телецентра проектов много. На один из них, открытую академию «Территория женского счастья» на телеканале БСТ, и отправляется глава Башкортостана Ради Хабиров. Здравствуйте. Вот наши девушки. Все, можно? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, с Новым годом. Здравствуйте. Вот я вот сюда, это вам букет с наступающим. И вот... Вы можете подарить? С наступающим. Да, здравствуйте. С наступающим всех. Все очень красивые. Рада вас видеть. Так, и идем, да? Здравствуйте. Ага. В прошлый раз видели супер инновационную студию. Сегодня у нас супер домашняя студия. Элементарно. Назовите имя знаменитой певицы. Сейчас прямой эфир. Вот заканчивать. Которая в одной из своих песен здоровалась. А вот это сейчас прямой эфир идет. Это прямой эфир прямо сейчас. Всей республики. Все, проходим уже, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий. Да, очень приятно, знаю. Здравствуйте. Так, Дмитрий, командуйте, пожалуйста, куда Ради Фаридовичу присесть. Здравствуйте, Ради Фаридович. Здравствуйте. Добрый день, Ради Фаридович. Получаете какую-то обратную связь с городов и районов республики, когда, например, прошла территория, и вам рассказывают о том, что там такой-то запрос, тут у женщин есть такая проблема, тут нехватка специалистов? Знаете, у меня обратная связь, она очень простая. Когда Карина с территории счастья приезжает, это значит, я должен ее там в течение часа вот, безостановочно слушать, ее в восторге, переживания и так далее. Поэтому самая настоящая обратную связь я получаю. Ну и, конечно, обратная связь еще по-другому приходит. Потому что многие главы районов сейчас, ну, в некотором смысле охотятся за тем, чтобы территория счастья приехала к ним и организовала вот это мероприятие. Вот это вот самый главный, ну, очень важный, на самом деле, показатель. Ради Фаридович, нашим героиням, ну, так получилось, не повезло. Были проблемы в семье, из-за которых они были вынуждены обратиться в кризисный центр. А вообще, как вы в целом оцениваете институт семьи в Республике Башкортостан? Есть над чем работать? Насколько сейчас молодым людям, на ваш взгляд, я не прошу цифр, заводить семью в Уфе, не знаю, в Баймаке, да где угодно в республике? Ой, такой сложный вопрос. Знаете, сейчас в обществе много всевозможных суждений. Есть такие суждения, что вообще уже семья не нужна. Я абсолютный сторонник, что самое главное в жизни у человека –
что может быть и для чего, собственно, стоит жить, это семья. Это на самом деле семья. И даже когда ты защищаешь Родину, и ты защищаешь, прежде всего, опять же, свою семью, да, не какой-то там ограниченная граница территории, это семья, это самое главное. Поэтому это первое. Второе, что, безусловно, что семья в наше время, она немножко испытывает давление разных факторов. Этических, философских, материальных и так далее. Понимаете, вот когда мы были там, вот мой возраст молодыми, тогда ведь не смотрели на материальное. Женились, все, а там как пойдет, шли. А сейчас все стало немножко более рациональнее, что ли. Не знаю, может быть, это лучше, может быть, это хуже. Самое страшное, знаете что? Это то, что периодически количество браков меньше количества разводов. Вот это самое страшное. Ну и, конечно, поскольку семья – это, опять же, скажем так, структура в системе государственно-правовых отношений, она должна быть, на мой взгляд, обязательно юридически закреплена. Поэтому, безусловно, семья испытывает на себя сейчас сильное давление. Нам просто надо еще много работать в нашей республике, чтобы создать гораздо более лучшие условия, чтобы молодежь женилась, чтобы они здесь спокойно жили вместе, созидали, рождали детей и так далее. Радик, ну что, территория женского счастья, это стала территорией вашего счастья? Конечно, конечно, потому что ну, тут есть и личное, но самое главное, что я всегда говорю, что территория женского счастья очень многое делает для наших женщин, чтобы они были здоровыми, счастливыми, чтобы их любили, чтобы общество наше было лучше, чуть добрее. Поэтому, ну, вот... Все получается. Ну, вы знаете, это... Нам еще очень много работы. Вот, поэтому, но, несомненно, полезно. Сейчас, секундочку. А я ухожу уже, что ли, да? Не знаю. А я хотел с Кариной. Мы возвращаемся к вашей супруге? Да, я хотел, ну... Некрасиво же, нехорошо. Красиво все. Я не попрощался. Сейчас еще переодеваем. Можно вас пройдем? Проводите нас, пожалуйста? Карина Владимировна, а можно мне спросить, вот присутствие Радика Фаридовича, вы когда смотрели на все, что происходит на площадке, какие чувства у вас были? Ну, мне, конечно, было очень приятно, что мужчина и еще мой муж, конечно, поддерживает наш проект и так о нем отзывается. Для меня было это удивительно услышать. Я вообще, вот это секрет открою сейчас. Я всегда очень жестко, я бы даже так сказал, относился к Карине, вот, потому что я говорил, такая ситуация, поскольку я все-таки руководитель, твоя роль должна быть вот, абсолютно не видна. А тут появилась территория счастья, и она знает, я как-то всегда, вот, всегда смотрел, я говорю, вот ни государственное управление не твое, ни кадровая политика не твоя. Вот, если ты несешь добро в общество, это твое. А это как раз вот ровно то. Поэтому, наверное, она и переживала немножко. Я помню, как мы были в Салавате на территории женского счастья, когда вы приехали в рабочую поездку, вы как раз-таки там развернули площадку. Или это Вишимбай был? Вишимбай. И я помню, Радик Фаридович такой сначала говорите, нет, мы туда не зайдем. Ну, мы же, куда, глава туда, и мы хвостиком. Нет, затем зашли. Смотрю, так скептически, уже знаем, какой характер у Радика Фаридовича. Скептически увидел столько людей, медики, врачи. Ну, то есть это все посерьезному. Это не игра, это по-серьезному. Медики, врачи, психологи, детские какие-то поделки для детей, возможно, хороший концерт, хорошее общение с интересным человеком обязательно в этой программе. Ну, я после этого вообще взялся им помогать и сказал, что в 2021 году, если они также будут хорошо идти, еще будем больше помогать. Спасибо вам, с праздником. Спасибо, вас тоже с праздником. Очень неожиданно приятное было ваше возвращение, но очень трогательное. Это чисто мужской поступок и чисто в вашем характере, Радик Фаридович. Я уже давно заметила, что вы очень внимательный человек. Очень строгий, но внимательный. Я в школе просто учили, что надо прощаться, надо здороваться, надо быть вежливым. Вот. Поэтому, знаете, это важно на самом деле. С людьми надо по-человечески всегда, в любой ситуации. Это точно? У меня же много бывало разных ситуаций по моей работе, когда я получал в отношении себя и запредельную агрессию и так далее. Но я всегда стараюсь быть вежливым. Я две вещи не позволяю: кричать на меня, ну и, соответственно, оскорблять. А все остальное это надо терпеть.
Рафич, еще хотела сказать, вот в продолжение темы. Иногда спрашивают и говорят, вот у Хабирова в команде люди, которые с ним раньше работали, там, наверное, за какими-то преференциями приехали, еще что-то. А я вот про себя хочу сказать, что те, кто с вами поработали, те становятся, ну, либо не понимают вас, тогда они уходят в сторону, либо ваши фанаты по-хорошему. Потому что вы несете такую силу вот в себе, что за вами хочется идти. Ну, по крайней мере, я вот, знаете, как это говорят, я всегда говорю, вот у меня шутка такая есть, но она с смыслом, что есть рыцари черного света и белого. Я всегда на стороне белой, поэтому, наверное, поэтому часть людей работает со мной. Спасибо. Республика Башкортостан, город Уфа, улица Заки Валиди, дом номер 2, Конгресс-холл, Таратау. Его построили в 2007 году. В хай-тековом здании в виде капли с башкирским орнаментом, концертный зал на 774 места, 3 конференц-зала, много деловых пространств. В 2015 году в Конгресс-холле Таратау состоялись основные встречи глав государств ШОС и БРИКС. Проходят другие мероприятия, в том числе и международного уровня. В конце 2020 года в здании Конгресс-холла Таратау пресс-конференция главы Башкортостана Радия Хабирова. Мы сегодня в 2,5 часа планируем работать. Хорошо. Будет 6 включений по скайпу из разных районов. Это зал, где, собственно говоря, состоится пресс-конференция. Я куда? А вы пунктуальный, Радий Фаридович? Ни на минутку не опоздали, как обещали, без 20. Обещали. Просто. Это важно. Здравствуйте. Вот, собственно. Можно попросить вас присесть, чтобы операторы камеры настроили на вас? Радий Фаридович, ваша камера, видите, номер 1. Здесь 4 камеры. Вот сейчас основная будет на вас. Вот это, да? Вот, да, вот. Поднимите руку, камера главы, камера пожалуйста. номер 1, подними руку, пожалуйста. Я вижу, вот да? эта камера. Да. Камера номер... Моя какая камера? Поднимите руку. Номер 3. Понятно. А ваша? Моя вторая. Это на случай, если в конце, например, мы там обращаемся к республике, к людям, а так, по большому счету, у нас диалог будет с людьми глаза в глаза. А вот журналисты, да? Да. Мы сейчас скоро запустим. То есть вот так вот, да, получается? Угу. Все? Да, здесь все. А вот двигать не надо, да? Хорошо. А попробуйте поговорить, мы отладим звук. Раз. Меня слышно, да? Хорошо. Громче говорить или как? Можете посчитать от 1 до 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добрый вечер, Республика. В прямом эфире основных телерадиоканалов Башкортостана и в социальных сетях буквально через минуту начнется итоговая пресс-конференция главы нашей республики Радия Хабирова. И прямо сейчас руководитель нашего региона присоединяется к нам в этой студии в Уфимском конгресс-холле Таратау. Мы приветствуем Радия Фаридовича. Здравствуйте, Радий Фаридович. Ну что же, начнем. 20-й год непростой, и вот буквально 2 дня осталось до Нового года, предновогодняя суета, много дел. С каким настроением вы сегодня пришли к нам сюда? Это моя первая пресс-конференция в прямом эфире, поэтому немножко волнуюсь. Настроение в целом хорошее, знаете, вот, несмотря на свою определенную, как мне говорят, такой серьезный вид, я неисправимый оптимист, поэтому и мне кажется, хорошее дело мы затеяли. Готов ответить на вопрос. Я сейчас предлагаю, Елена, подключить вопросы от наших зрителей. О чем спрашивает Башкортостан? Ох, о чем только не спрашивает, Радий Фаридович, вас, жители Башкортостана. 1538 комментариев сейчас у вас. Конечно, мы озвучим далеко не все. Вопрос личный, Радий Фаридович. Ну, вы честно нам сказали до эфира, задавайте все вопросы, какие считаете нужными. Ну, вот я наберусь смелости. Вы ждете ребенка в вашей семье. Можно ли спросить, кого ждете? Ребенка. Тогда второй вопрос, как назовете, неуместный. Хорошо. Ну, коль договорились по-честному, Радий Фаридович, кто вам галстук выбирает, вас спрашивает Александр Ильин. Неожиданно мужчина, но тем не менее. Знаете, вот сейчас вот не так много времени там
У меня там галстуки, они же, знаете, копятся, их достаточно. Времени сейчас нет за галстуками ходить. Мне Карина их выбирает и, собственно, покупает. Ну, довольно успешно Карина Владимировна выбирает вам галстуки. Рустам Ильшатович, вам Да, спасибо. Давайте вернемся в зал. Вот с самого начала Артем Валеев, Башинформ, тянет руку, не могу не дать слово. Валентин Фаритович, 24-й год. Это год вашего переизбрания. Планируете ли вы участвовать в выборах главы республики? И в связи с этим, что для вас лично празднование 450-летия? Очень своеобразный такой заход вашего переизбрания. Не моего переизбрания, а выборы главы республики. Это... Хитрый вопрос задали, нужно ответить. Вот смотрите, я когда начал здесь работать, вот 2 года назад, я так, собственно, считаю, что я сюда пришел ведь, не совсем на работу, я это называю для себя, не совсем на работу, иначе бы там я бы не стратил столько энергии, сил, здоровья. У меня все-таки и дети есть, и хочется впереди и сохранить здоровье. Потому что я это рассчитывал, как, знаете, некое такое, что ли, служение, что я благодаря каким-то моим качествам, мне почему-то казалось, что у меня есть какой-то опыт наработанный во время работы здесь, во время работы в федеральном центре, какие-то управленческие навыки. Я полагал, что они будут полезны республике. И именно для этого шел. Поэтому я исхожу из чего? Что у меня еще впереди достаточно много времени. Я еще, в принципе, по большому счету, только начал работать. И все здесь будет исходить только из одного соображения. Если я буду понимать, что я полезен, что я эффективен и что я конкурентен, конечно, я... Ну и понятно, мы же не знаем, как и здоровье, я не такой уж молодой человек, да? Вот, поэтому я об этом особо-то не думаю. Я думаю о том, как вот провести, там, у меня еще там 3-4 года моей работы, вот как их проработать. Еще их-то надо пройти, еще и здесь-то надо не споткнуться, и здесь-то еще дать результат. А это очень непросто, как вы видите, да? Ситуация такая, каждый раз новые вызовы. Это вот первое, вернее, второе. То, что касается 450-летия Уфы, знаете, вы совершенно точку сказали. Все это мероприятие, конечно, очень важно, что есть оргкомитет, будут какие-то события и так далее. Но, откровенно говоря, как мы когда разговаривали в Минфине, вам говорят, что танцы нужны или деньги нужны. Мы говорим, конечно, нам деньги нужны. Потому что совершенно верно, вот форма принятия подобного рода решений, и здесь... Я очень признателен президенту страны, который нас поддержал. Поэтому вам не надо было даже задавать вопрос, потому что президент уже подписал соответствующее распоряжение. А вот вопрос другой, что сможем ли мы или не сможем. Это как раз для нас будет проверка наших, что ли, способностей. Мы примерно оценивали, знаете, для себя вот окончательно перечень объектов мы не определили, что бы мы хотели. Вот мы работаем так. Вот мы сегодня здесь, а завтра, 24-й год, Уфа, какая она будет и что будет решено. У нас там есть программа «Максимум», программа «Минимум». Уже 20-й год кончился, у нас, по сути, 3 строительных лета. Так? Потому что 24-й год, пусть еще строительное лето. Поэтому очень-очень напряженное для нас предстоит эти 3 года. Конечно, хотелось бы оставить, чтобы говорили, вот это вот 450-летие Уфы было сделано. Но... Сделаем, многое сделаем. Все-таки получится. Спасибо большое. Давайте продолжим. Количество рук неизменно. Давайте «Комсомольская правда» у нас сегодня здесь есть же, да? «Комсомольская правда», пожалуйста. Конечно, Новый год, время все негативно оставить в старом году. И хотелось бы узнать, вот за 2 года работы для вас какие все-таки самые неприятные и негативные моменты были в вашей работе, которые хотелось бы забыть? Сказать, вот вы говорите, за что стыдно? Ой, вот не стыдно. Ну и отлично. Да. Вы 2 года назад, когда пришли работать в республику, у нас главный хэштег в социальных сетях появился, это хэштег «Дома». Вот и все эти 2 года это главный хэштег у нас в Башкортостане. Понятно, что дома, понятно, что это родной дом, но вот спустя 2 года, как вы себя ощущаете дома
И что вы думаете, самое главное, что нужно сделать для того, чтобы нам всем башкортостанцам в этом нашем общем доме жилось лучше? Ну, конечно, я ощущаю себя дома, все больше и больше дома. Причем у меня вот это ощущение новизны, ощущение того, что я дома, оно, понимаете, оно для меня не стало таким повседневным, потому что, вот честно признаюсь, у меня за эти 2 года не было времени, я иногда сам себе это говорю, не было времени сесть и помедитировать, и себя полоскать, вот так вот, почесать себе голову, там, о, я глава республики, я дома, все хорошо. Нет, нету времени вообще на это. Поэтому вот я думаю, что вот это ощущение есть. Вот. Ну, Ради Фарич, состоялась пресс-конференция. Какие мысли у вас? Ну, мысль, ведь каждый преследует свою цель. Журналисты свою, а я ведь тоже прихожу сюда в свою цель. Мне хотелось все-таки вот в таком формате рассказать людям то, чем мы занимались в прошлом году, какие у нас планы на следующий год. Ну и особенно, как, в общем-то, сказать людям спасибо и восхититься нашим обществом, потому что, что бы мы ни говорили, все равно у нас в фокусе все связано с коронавирусом, люди болеют, умирают. Но вот мы этот период, я считаю, вот это как бы моя мантра, мы очень достойно прошли благодаря тому, что у нас общество оказалось очень здоровым, где сильны и сострадание, взаимовыручка. Вот это самое главное. 2,5 часа в прямом эфире – это большой труд, это сложно. У вас не было с собой, вернее, были шпаргалки, я знаю, что были, но вы ими не воспользовались. Все наизусть. Ну да, поэтому у нас же, это же не экзамен был, это человеческое общение, и жизнь. потом я прекрасно понимал, что если начнут сыпать цифрами, ну, людям это скучно. Поэтому я хотел о сути поговорить. Поэтому и признательным журналистам, они, на мой взгляд, довольно такие острые вопросы задавали. Вот, мне кажется, вот, по крайней мере, я иду играть в хоккей с выполненной задачей, что я задачу сегодня решил. Идете играть в хоккей? Все, спасибо. Спасибо, побед вам.